Спорный вопрос. Мусульманская аналитическая программа. Ассаламу алейкум, друзья! Священный месяц Рамазан, прошел рубеж середины, и, конечно же, каждый день в мечетях Крыма мусульмане стараются совершать намаз таравих. С нами в студии находится заместитель муфтия Крыма Айдер Оджа Исмаилов. Ассаламу алейкум, Айдер Оджа. Ва алейкум салям. Что такое таравих намаз? Давайте дадим с вами определение. Таравих с арабского языка переводится как отдых, передышка. И этот намаз берет свое название именно от этого слова, потому что совершается с перерывами. Так как таравих намаз довольно-таки длинный намаз, то есть много рекятов там, и таравих намаз должен читаться не спеша, то есть и занимает продолжительное время, долго читается Коран, то люди могут устать, тем более этот намаз совершается ночью, во время Рамазана, после ифтара, поэтому люди останавливаются, отдыхают немножко, потом продолжают дальше, потом опять отдыхают. Вот из-за этих отдыхов между ракятами этот намаз называется таравих. Ежегодно камнем преткновения является спор выяснения числа совершаемых ракатов в этом намазе. Айдер Оджа, давайте дадим ответ на этот спорный вопрос. Посмотрим на то, как это все совершалось во время пророка сперва. Когда таравих был только предписан, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, несколько дней, 2-3 дня совершил этот намаз с джемаатом в мечети. Потом он продолжил совершать этот намаз дома сам и сподвижникам тоже сказал, чтобы каждый совершал его дома у себя индивидуально. И так продолжалось, в принципе, до конца его дней и во время правления халифа праведного Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, а также в первые года правления халифа Умара, да будет доволен им Аллах. После нескольких лет правления Хазреты Омер решил, что уже понимание, правильное понимание или восприятие таравих намаза уже укоренилось. А именно, посланник Аллаха перестал совершать с джематом, чтобы люди не подумали, что таравих намаз является обязательным предписанием, то есть фарзом. Он дал тем самым понять мусульманам, что это дополнительное поклонение, сунна, рекомендовано, но не обязательно. Вот. Пророк прибегал время от времени к подобной практике, то есть он, зная заведомо, даже желая выполнить какое-то поклонение дополнительное, он отказывался от его выполнения, чтобы дать понять, что это не обязательное предписание. Также и праведные халифы иногда поступали. Вот. Например, иногда не совершали жертвоприношения, курбан не резали, чтобы дать понять, что это не фарз. Вот. Когда уже Хазрет Омер увидел, что в культуре мусульман, в их сознании таравих правильное обрел восприятие, что это не обязательное поклонение, а дополнительное в месяц Рамазан, он собрал в мечети мусульман, которые разрозненно сами по себе, по старой привычке совершали таравих намаз, назначил им имама, вот, и даже отошел в сторонку, посмотрел и обрадовался тому, что он сделал, собрал всех воедино, значит, упорядочил совершение таравих намаза и сказал: «Фени'ме бид'ати хазихи», то есть, какое хорошее новшество это получилось. Вот. Вплоть до того, что Хазрет Омер даже женщин собрал в одной мечети, чтобы они тоже коллективно делали намаз, и назначил им имамом Убей бин Кяба. Вот. Тоже такая есть практика у Хазрета Омера.
Здесь можно просто сказать, что нововведения не все, вот как вот, допустим, некоторые думают, что все нововведения в огне, да? Здесь имеется, что добрые нововведения, которые именно несут, не противоречат, да, так получается, ни исламу, ни каким-то таким религиозным учениям, да? Да, конечно, что не противоречит исламским принципам, основам ислама. Нововведение – это то, основы чего в исламе нету. Вот. А теравих намаз в исламе есть, понятное дело. Поэтому нововведением это не будет в любом случае. Если мы говорим о количестве рекятов, то в дополнительных поклонениях ограничения в количестве рекятов нету вообще. То есть есть ограничения в количестве рекятов обязательных намазов. Например, утреннего намаза 2 рекята. Вы не можете делать 3, 4, 5, 6. Обеденный, полуденный намаз 4 ракята. После полуденный тоже 4 ракята. Вы не можете делать 2. Вы должны делать обязательно 4. И вы не можете делать 2 по 2. Вы должны целиком сделать 4 за раз. Но дополнительные намазы, они не такие, они отличаются. Там жесткой регламентации нету. Поэтому Хазреты Умер то, что собрал, во-первых, в мечети всех, как это во время пророка было, как пророк сам делал, он просто возобновил ту практику. Вот, и установил практику в 20 рекятов. Вот критика, например, может быть и в этой части, что а почему 20 рекятов? Но, во-первых, это сделал Хазрет Умер, не будем забывать, и я не думаю, что он просто взял и выдумал со своей головы 20 рекятов. Он не видел это ни у пророка, ни у кого, а просто взял и придумал. Это первое. А второе, что никто из подвижников не воспротивился этому. Они не сказали: Умар, а что ты делаешь? Это неправильно, это плохое новшество. Никто из подвижников так не сказал. Поэтому 20 рекятов в мечети за имамом, как Хазрет Умер назначил, в этом отношении есть единодушное мнение сподвижников пророка. Иджма у сахаба. Поэтому не пристало здесь говорить, что 20 рекятов это является нововведением. Ни в коем случае нововведением это не является. Это единогласное мнение сподвижников посланника Аллаха. А кроме того, на протяжении всего времени, то есть более 1000 лет, на всей территории исламской цивилизации теравих намаз совершался и совершается по 20 рекятов. То есть все это время, начиная от Хазрета Умера, вот как он вел эту практику, и до наших дней, сколько это, более 1300 лет, и на всей географии, где проживают мусульманские народы, на всей, теравих намаз совершается в количестве 20 ракятов. То есть какие могут быть здесь вопросы? Я думаю, что эти спорные моменты, они искусственные. То есть кто-то в месяц Рамазан отвлекает мусульман от поклонений и заводит искусственные какие-то дебаты, споры, хотя они неуместны. Это устоявшаяся традиционная практика, которая идет веками, и на которой были праведные халифы, начиная от Хазрета Умара, и все сподвижники. То есть о чем можно дальше разговаривать? Нужно просто поклоняться, и все. Спорить тут не нужно. Поэтому от подобных дискуссий нужно отстраниться. Все. Нужно просто совершать поклонение. Рамазан – это время для приближения к Всевышнему Аллаху, для духовного роста, а не время споров, тем более по таким, скажем, вопросам, которые не стоит, чтобы на них уделяли внимание. Мы еще в данном контексте должны сказать о сути теравих намаза, сути.
Некоторые люди говорят, что теравих намаз, теравих, потому что отдыхается там и так далее. Да, там отдыхается, но отдых не является самоцелью. Необходимо это понимать. Этот намаз совершался довольно-таки продолжительное время, то есть длинно читается, долго совершается намаз, час, полтора, два, и из-за того, что он совершается долго, люди устают и нуждаются в отдыхе, поэтому. Вот. Они просто отдых ради отдыха. Я смотрю, иногда вот теравих совершают, иногда быстро, там за 15 минут прочитывают. Такая практика есть, да, да, я сам лично видел. Но это неправильно. Это неправильно. То есть теравих за 15, за 17, там, за 20 минут не читается. Нужно с толком, с чувством, с расстановкой читать. Это называется та'диле эркян. Когда ты именно, выполняя все рукны намаза, все элементы намаза, там стояние, саджде, руку, сидение между суджудами, как положено, ты совершаешь намаз. Тогда ты не можешь его совершить за 15 минут. И читать тоже нужно не так быстро, там пробормотал что-то и Аллаху Акбар пошел на руку. Так не совершается намаз. То есть намаз это предстояние перед Аллахом, это общение со Всевышним, это не гимнастика, где главное совершить движение телом. Нет, там главное проникнуться этим общением. Поэтому необходимо понимать вот этот вот момент и совершать теравих намаз не очень быстро, а размеренно. Вот. Теравих намаз вообще является ночным намазом, естественно. Но я хочу сказать, что теравих является кьямуль-лейль, то есть ночным предстоянием, ночным стоянием перед Всевышним. И теравих является тахаджудом, ночным намазом именно, но совершающимся во время Рамазана, месяца Рамазан. Так вот, тахаджуд во время месяца Рамазан называется теравих, потому что он длинный, и мы нуждаемся в том, чтобы немножко отдохнуть. Вот. Из хадисов, значит, переданных Хазрете Айше, да будет доволен ею Аллах, женой посланника Аллаха, она говорит, что посланник Аллаха и до Рамазана, как бы вне месяца Рамазан, и в месяц Рамазан совершал 11 ракятов. Мы знаем, что 3 ракята это витр намаз. Вот. Это последний намаз ночью, то есть это намаз, которым мы завершаем ночь. Вот мы завершаем день 3 ракятами вечернего намаза, 3 ракята фарз, и завершаем ночь тоже 3 ракятами, но витр намаза. То есть в исламе все синхронно, сбалансировано, если вы заметили. Стоит только пояснить, что лунный календарь, он как раз отмеряется от магриба, да, вечернего намаза до магриба, до следующего. Да. Но у нас день от восхода до вечернего намаза, это у нас день. Начиная с вечернего намаза до утреннего, это у нас все, вечер, темное время суток, скажем так, ночь начинается. Вот. Поэтому витр намаз это последний намаз, по идее, в эту ночь. То есть им мы уже закрываем, и после витра мы уже по наступлении времени совершаем утренний намаз. Поэтому теравих намаз совершается между яца, то есть ночным намазом, и витр, последним намазом в ночи. Вот в этом промежутке сколько вы будете делать ракятов теравих намаза, это ваше дело, в принципе. Вот из этого хадиса явствует, что посланник Аллаха совершал тахаджуд намаз, в принципе, во все времена, 8 ракятов минимум. Очень редко есть в хадисах упоминание, что посланник Аллаха делал 2 ракята. Но это очень редко, когда, например, он или был очень уставшим, или же очень много дел, там сражения было и так далее, может быть, он делал 2 ракята. Но обычная практика, посланник делал тахаджуд намаз в 8 ракятов. И отметим, что для него тахаджуд намаз, ночной намаз, является фарзом.
обязательным, а для нас, для уммы, это является сунной, рекомендованным. Так вот, 8 рекятов это минимум, исходя из данного хадиса. Но так как посланник Аллаха делал это дома, и мы тоже знаем хадисы, где говорится, что когда наступает месяц Реджеб, тоже Хазрет Айше передает, посланник, говорит, Всевышнего увеличивал поклонение, когда наступал месяц Реджеб, то есть первый из 3 благословенных месяцев. Когда наступал месяц Рамазан, посланник Аллаха еще больше увеличивал поклонение. А в последние дни Рамазана он вообще вступал в итикаф, уединялся и полностью посвящал себя поклонениям. Таким образом, посланник Аллаха в обычное время делал 8 рекятов тахаджуд намаза, и в Рамазан, учитывая то, что увеличивал поклонение, соответственно, поклонение ночью в Рамазан тоже увеличивал, поэтому закономерно предположить, что это доходило до 20 ракятов. То есть Хазрет Омер это взял не с потолка, я к этому говорю, он не будет в этом отношении выдумывать, мы знаем и характер Хазрета Омера, мы знаем их привязанность к посланнику Аллаха, знаем, как они чтят его заповеди, то есть скрупулезно, поэтому что-либо противоречащее в данном случае сунне посланника Аллаха они делать не будут. Вот. Далее, также есть риваяты, где говорится, что уже после восхода солнца посланник Аллаха совершал 12 рекятов. Бытует мнение, или же есть такое мнение, что возможно, когда он пропускал тахаджуд намазы, ну, может, устал там, и так далее, или еще что-нибудь, что, возможно, он делал каза от тех 8 рекятов тахаджуда, которые пропустил, и потом 4 рекята это были намазы духа, которые тоже были ему предписаны обязательно. То есть посланник Аллаха плюс к 5 обязательным временным намазам совершал еще тахаджуд и духа намазы дополнительно, то есть 7 намазов было для него обязательным. Вот для нас это все является сунной. Таким образом, мы можем констатировать следующее, что в таравих намазе 8 рекятов является сунной муаккет, то есть твердой сунной, непререкаемой. Далее 20 рекятов это будет мустахабом, то есть желательным. Вот, учитывая еще и единогласную практику сподвижников посланника Аллаха и так далее. Также мы можем сказать, что на 20 рекятах можно не останавливаться. То есть человек может сделать 22, может сделать 28, может сделать 30, может сделать 50, может сделать 200 рекятов. Это дополнительное поклонение. И сколько человеку хочется поклоняться, он может себя не ограничивать и не останавливать. Можно только пояснить вопрос? Вы сказали, значит, 20, 22, это получается, что четное количество раз, да? Да, конечно, по 2 рекята, да. То есть нечетное количество, только витр намазе есть, и все. Ну и в ахшам намазе, потому что Всевышний Аллах так установил. Только Он знает мудрость этого, мы не знаем. Вот, витр намаз только делается нечетным количеством, 1 или 3 рекята в ханафитском масхабе, 3. Остальные все намазы делаются по 2. 2 рекята сидения, 2 рекята сидения. Вы можете выполнять их как по 2 рекята, можете по 4, можете там 8, по 10. И так далее. 20 рекятов за раз одним селямом выполнять мекрух нежелательно по ханафитскому масхабу, потому что намаз теравих, то есть хотя бы посередине вы должны один раз отдохнуть, чтобы соответствовало названию намаза. Вот. А давайте скажем, как делают в Крыму, как делает именно крымская умма. Крымская умма делает по 4 рекята. То есть 4 рекята дает салам, произносят салават, чтобы не сидеть просто так, то есть там буквально минутку, 2-3 люди должны отдохнуть, вот, произносят салават, вот, потом делают еще 4 рекята, потом опять произносят салават и делают еще 4 рекята и так далее. В конце 3 раза салават произносят и потом совершают витр намаз, тоже вместе с джемаатом. Такая практика, как бы каждые 4 рекята отдыхать, она в принципе введена
или совершалось во время Хазреты Омера в том числе. Таким образом, Хазрет Умер совершал даже 36 рекятов теравих намаз. И он сам объяснял даже это тем, что мы, говорит, совершаем теравих намаз в Медине, а он был имамом, говорит, наши братья в Мекке совершают в Месджидуль Харам теравих намаз, и после каждых 4 рекятов они совершают таваф, обходят вокруг Каабы. И вот Хазрету Умеру тоже хотелось обходить вокруг Каабы, но так как живет в Медине, он это не может делать естественным образом. И говорит, тогда вместо этого мы будем еще 4 рекята дополнительно делать. Вот. И он проводил таким образом. Ну, если, скажем, 5 по 4 рекята, то между ними 4 промежутка получается. В них тоже 4 рекята. Это 16, 20 плюс 16, 36. Вот таким образом Хазрет Умер теравих намаз даже проводил 36 рекятов. То есть я к тому, что может быть и больше 20. Есть даже некоторые риваяты, где говорится, что халифы проводили и по 48 рекятов теравих намаз. Таким образом, в исламе есть такая тонкость. Фарзы не меняются. Они как установлены свыше, так и останутся до судного дня. Если человек желает еще поклоняться, помимо обязательно установленного, например, 17 ракятов установлено намазов фарз. Если человеку это мало, он хочет поклоняться еще, то он может это свое желание удовлетворить посредством дополнительных поклонений. Например, совершается сунна. Если ему и этого мало, он еще хочет поклоняться. Вот душа лежит, нравится ему. Почувствовал вкус, сладость поклонений, например, да? Теравих намаз, 20 рекятов, ему мало, он хочет еще поклоняться. Пожалуйста. Нету ограничений. Это дополнительное поклонение. Оно как раз для того и есть, чтобы человек полностью удовлетворил свою жажду поклоняться Всевышнему. Поэтому сколько хочет ракятов, столько и может делать. Вот. Единственное, что фарзы не меняются. Фарзы и харамы, обязательные предписания, это внешняя граница ислама. Ее нарушать, ее менять нельзя. Если фарзы или харамы кто-то попытается изменить, то это расценивается как попытка искажения религии. Вот предыдущие народы, они изменили или вносили изменения в фарзы и харамы, и таким образом исказили учения пророков. Вот эти нововведения как раз есть в огне, получается. Вот. Как раз такие изменения, внесенные в обязательные предписания, это и есть те нововведения, которые в огне. А то, что мы выполняем, скажем, что-либо дополнительно из дополнительных поклонений, делаем что-либо по-другому, или больше ракятов, например, делаем, да, или порядок выполнения какой-то иной у нас, это не является осуждаемым нововведением, потому что основа эта существует в сунне. Вот. Например, это относится и к зикру, это относится и к намазу, это относится и, например, к оразе, посту. Например, посланник Аллаха совершал пост или соблюдал пост в понедельник-четверг. Например, я соблюдаю его в среду. Каждую неделю в среду. Мне так удобно, у меня выходной в среду, у меня там какой-то текущий график, например, или еще что-нибудь. Это будет бидатом разве? Да нет. То есть ораза же есть в исламе, да. Я же не выдумал новое поклонение, нет. А когда я его совершу, это мое дело, это дополнительное поклонение. То есть помимо Рамазана. Вот эту тонкость нужно всем хорошо понимать, и тогда в вопросе нововведений, то есть бидатов, мы тоже научимся разбираться. Вот. Таким образом, бидат – это попытка исказить фарзы. Да, то есть в целом так. Теперь необходимо еще отметить то, что теравих намазы вообще в идеальном их варианте, наверное, будут выглядеть
идеальными, когда будут совершаться хатимом, то есть когда на теравих намазе прочитывается весь Коран от начала и до конца. Почему? Потому что в месяц Рамазан мы знаем, что архангел Джебраиль, алейхиссалям, приходил к посланнику Аллаха, и они прочитывали весь Коран от начала до конца. То есть посланник Аллаха читал, а Джебраиль, алейхиссалям, слушал. Вот. И в последний месяц Рамазан, уже перед смертью посланника Аллаха, они прочитали Коран 2 раза. То есть посланник Аллаха 2 раза прочитал, и Джебраиль, алейхиссалям, слушал. И через 150 дней посланник Аллаха уже отошел ко Всевышнему. Мусульманские ученые объясняют это так. Говорят, посланник Аллаха не открывал книгу и не читал с листа. Понятное дело, он был неграмотным, он не умел читать и писать. Поэтому он читал это на намазе. То есть это чтение Корана в месяц Рамазан от начала до конца было на намазе. Посланник Аллаха, говорят, во время 5-кратного намаза в мечети он хатым не делал. Следовательно, он прочитывал Коран, уже совершая намаз ночью, дома, во время тахеджуда. А тахеджуд в Рамазан – это теравих. Значит, мусульманские ученые говорят, по большей вероятности, Джибраиль, алейхиссалям, совершал намаз вместе с пророком, то есть за ним. Посланник Аллаха был имамом и читал Коран как раз таки на теравих намазе. И за Рамазан прочитывал его весь. Поэтому говорят, что сунной посланника Аллаха является точно так же совершать теравих с хатимом, то есть прочитывая каждый день один джуз, то есть на 20 рекятах, на каждом рекяте одну страницу, за теравих 20 страниц, один джуз, и за 30 дней как раз заканчивается весь Коран. Вот это тоже является сунной посланника Аллаха. Вот. И ее, конечно, тоже необходимо соблюдать. Вот. И где нету, ее нужно возрождать. Наверное, на этом мы ограничимся. В принципе, есть еще моменты, которые можно говорить. Последний вопрос хотел бы только уточнить. Вопрос. Многие думают, допустим, что его можно и лучше делать самому. Некоторые придерживаются, что его лучше делать в джамате, а некоторые только в мечети. Вопрос. Где золотая середина? Золотая середина там, что если в мечети это совершается, то нужно делать 20 рекятов. Вот. Это традиционно установленная практика, порядок нарушать не нужно. Тем более это решение и духовного управления мусульман Крыма, поэтому мусульманам здесь необходимо, во-первых, слушаться руководства, и, во-вторых, не нарушать порядок, который идет столетиями. Вот, это первое. Далее, в мечети совершать намаз, конечно же, больше вознаграждения, больше саваба. Во-первых, потому что ты пошел в мечеть, а каждый шаг стирает один грех, и второй шаг тебя духовно возвышает. Есть хадисы. Находиться в мечети уже поклонение, это итикаф. Когда ты заходишь в мечеть, намереваешься, и ты получаешь саваб за каждую секундочку нахождения в мечети, то есть в доме Аллаха. Это второе. Третье. Поклонение с джемаатом намного больше саваба приносит, нежели ты делаешь это один. Вот, поэтому в мечети будет лучше. Вот. Но если человек не смог прийти в мечеть, тяжело, очень сильно устал, тяжелая работа и так далее, он может это делать дома. Например, если у него не получается сделать 20 рекятов дома, да, устал человек очень, пускай сделает 8 рекятов. Например, проблем нет. Но человек должен знать, что минимум это 8, в среднем устоявшаяся практика это 20, а дальше уже как его душе будет угодно. Осталось только пожелать всем мусульманам полуострова и нам с вами, чтобы Всевышний принял наше поклонение. Благодарю вас, Айдер Оджа. Ну а с вами мы прощаемся. Присылайте свои вопросы и пожелания на наши медиа-источники. Ассаламу алейкум.
Спорный вопрос. Мусульманская аналитическая программа.